В апреле этого года мы со съемочной командой телеканала Якутия-24 посетили Момский район. Это была очень интересная и насыщенная поездка. Мы побывали на слете оленеводов, познакомились с историей, достопримечательностями и людьми этого красивого северного края. Лично мне удалось поучаствовать в установке оленеводческой юрты, отведать северные деликатесы, порыбачить на индигирке, подняться на Ю-гору и даже сесть верхом на оленя, пусть даже на несколько секунд. Несмотря на весенний месяц апрель, все было покрыто снегом, а наша дорога проходила по зимнику через наледи. В течение ближайших выпусков передачи «Испытано на себе» я расскажу вам о летней Моме, но пока мы загружаем наши вещи в такси, я вам предлагаю догадаться, в каком формате пройдет наше знакомство. У вас будет на это несколько минут. Пока могу сказать, что выезжаем из Якутска мы в поселок Усть-Нера. Двигаться мы будем по федеральной трассе Колыма на автомобиле Toyota Hiace. Hiace, так называемый миллионник, прочно укрепился в качестве междугороднего такси и сменил на этом посту УАЗ-буханки. Надежность, выносливость и комфорт данного автомобиля в этом ему, несомненно, помогли. Несомненную роль сыграло и улучшение качества дорог. Кто бы мог подумать лет хотя бы 10-15 назад, что можно ехать по трассе на автомобиле с кондиционером и достаточно невысоким клиренсом. Ну что, загрузив вещи на багажник нашего такси, мы выдвинулись на паром и начали наш путь. К вечеру мы добрались до второй паромной переправы, и, учитывая не такой большой транспортный поток, этот паром через реку Алдан отходит по мере заполнения. Добравшись до Шаман-ручья, мы встали на отдых. Это очень популярное место на трассе Колыма. Дальнобойщики и летом, и зимой останавливаются тут, чтобы передохнуть и пополнить запасы воды, так как ручей не замерзающий. У данного ручья есть несколько названий. Самое распространенное, как я уже сказал, Шаман-ручей. Еще одно название – Эйюмю. Это незамерзающее место в реке, где есть выходы подземной воды с более высокой температурой, которая не дает образоваться льду. И называется Эйюмю. Кстати, Аймикон произошло именно от этого слова, то есть место, где много Эйюмю. Еще одно название этого места – Встреча. Скорее всего, это название сложилось с тех времен, когда черный и желтый прижимы представляли собой опасную горную обрывистую дорогу с несколькими карманами, где есть единственная возможность разъехаться со встречным автомобилем. И, соответственно, на этом ручье встречались водители-дальнобойщики и делились состоянием дороги. Нам же во время стоянки тоже удалось кое-кого встретить.
Почти сутки мы провели в такси и двигались по одному из популярных туристических маршрутов Якутии. Ежегодно большое количество туристов передвигается по Колымской трассе. Это путь на Оймекон, Гулаги, Магадан. Во время пути туристы останавливаются в музеях и достопримечательных местах. Черный прижим. Мы снова здесь. Трасса Колыма. Р-506. Летний вариант. Супер. Что там? Друзья, мы сейчас находимся на одном из интересных моментов на этой трассе. Это черный прижим, но сейчас он не такой, как был раньше, конечно. Вот в той стороне видно подвесной мост. Вот. Но до него далеко, у нас время ограничено, поэтому можем смотреть только с этой стороны. Очень красиво. Река Восточная Хандыга. Горы. Свежий воздух. Я вроде выспался немножко. Вот, но такая дорога достаточно такая серьезная. Немножко изматывающая. Но я думаю, впереди мы немного отдохнем. А может и нет. В нашем случае мы передвигались из Якутска в Усть-Неру на обычном такси, то есть из точки А в точку Б без промежуточных остановок. Стоимость проезда составила 10 тысяч рублей на человека. Обычно я передвигаюсь на своем автомобиле, и подобный опыт длительной поездки в такси у меня был впервые. Но, тем не менее, сформировались несколько советов, которыми я бы хотел с вами поделиться. Ваш основной багаж, скорее всего, будет находиться на багажнике и будет труднодоступен, поэтому с собой нужно иметь сумку с необходимыми вещами, которые могут вам пригодиться в пути. Например, теплая куртка или кофта, дорожный перекус, вода, влажные салфетки, но желательно также взять с собой туристическую подушку, которая позволит вам более комфортно спать в кресле такси. Да и вообще можно поехать в путь не выспавшимся, так как во сне дорога проходит гораздо быстрее. Если вы не страдаете от укачивания, то можно скачать фильмы в смартфон и взять наушники. И просмотр фильмов также украсит вашу дорогу. Одним из опасных участков на Колымской трассе остается Заячья петля, но и над ней сейчас идет работа. Как можете видеть, в скором будущем трасса пойдет в обход самой петли. Уже сейчас можно увидеть отрезок дороги, целью которого будет выравнивание трассы и исключение этого опасного, особенно в зимнее время, поворота. Друзья, ну что, мы сейчас находимся на границе с Оймеконским районом. И я раскрою вам секрет нашей поездки. Я думаю, что многие уже догадались, что мы идем на сплав. Сплав будет такой достаточно, я думаю, интересный. Он будет проходить по территории двух районов. Это Оймеконский и Монский. Также мы будем двигаться на двух катамаранах. У нас 12 человек, 13 даже. И протяженность сплава будет 350 километров. Вот, сейчас на улице уже практически завершается лето. Погода, как видите, дождливая, но я думаю, что у нас будет побольше солнечных дней. И я думаю, это никак, может быть, даже украсит наш сплав. За 40 километров до Усть-Неры находится Альчанский перевал. Его высота 1183 метра. Может, он и не такой высокий, но его опасность таится не в высоте, а в затяжном подъеме. Я уже около 9 раз бывал в Оймеконском районе, но на Альчанском перевале оказался впервые. И предлагаю посмотреть на него с высоты птичьего полета.
Мы прибыли в Усть-Неру. Здесь разгрузили такси, поблагодарили водителя Александра, и наша команда расселилась по гостиницам. Нужно было хорошо отдохнуть после наземного пути, расстояние от Якутска до Усть-Неры составляет 980 километров, и подготовиться к водному пути до села Хану. Этот путь составляет около 350 километров. Как видите, карта прокладывает маршрут, но эта дорога полностью функционирует только в зимнее время и практически привязана к реке Индигирка. Друзья, ну что, доброе утро. Мы сейчас находимся в Усть-Нере. Сегодня, можно сказать, в таких условиях переночевали. Впереди у нас, как мы посчитали, 7 ночей, 8 дней в пути. Будем сплавляться по прекрасной реке Индигирка. На улице вроде пока нет дождя, но погода, прогноз показывает, что, скорее всего, дожди будут и в достаточно хорошем количестве. Но будем надеяться, что все-таки прогноз ошибается. Сейчас у нас будут сборы. Мы должны встретиться со второй группой, перевести вещи на берег реки Индигирка и уже собирать катамараны. Знакомьтесь, Леонид Никулин, это руководитель туристического клуба «Аян», он руководитель нашей группы. И сейчас самое главное, это, конечно, собрать катамараны. Какие они и сколько метров, вместительность, характеристики? Наша флотилия составляет 2 катамарана. Катамаран «Таймыр» 500 компании «Вольный ветер». Грузоподъемность до тонны, 6-местные катамараны. По 6 человек на один катамаран пойдем. Также будут прикреплены маленькие моторы, 3,5 лошадиных сил, китайский Шармакс. Все испытывается впервые. Сама по себе конструкция катамарана имеет несомненные преимущества. Хорошая остойчивость, компактность во время транспортировки и большая грузоподъемность. Все это делает катамаран отличным средством для сплава по рекам. Собирается катамаран достаточно быстро. Баллоны помещаются в защитный чехол и прикрепляются к уже собранной раме из алюминия. Затем накачивается насосом, и все, катамаран готов к спуску на воду. В нашем же случае было еще одно небольшое, но важное дополнение. Твоя разработка, да? Транец для подвесного мотора. Авторская работа. Можно запатентовать. Ну, так вот крепится. Момская лиственница. Подходим. Каждому выдается гермомешок. У кого есть, хорошо. Гермомешок ложим все желательно мягкое. Одежда, спальники. Где? Так. Максимально мягкое и максимально жестко упаковываем. Töhönnän karahuttanut syö. Блин, просто meidän показательные, конечно. Это чей? Ага.
не буду сейчас. Вот желательно конвейер был на. Здесь ноги не путают. Bundan sıçraştıran bir evet. Hep. Ну, тут дубки. Битки было. Вот будет очень высоко. На расчет тары. Сидим на катамаране вот так. Например, эта сторона будет, которая гребет. Это страховочная веревка. У каждого. Мы каждый под себя регулирует. Держит за одно колено. Уже я уже не падаю. Он у меня кетер, порог турманный кетельда. Кому как удобно делать. Все в ваших руках. Жизнь, здоровье каждого в своих руках. Бу по мере поранистев питає, бо гермак тут подберет, прогибайся на меня. Максимально не надо. Блин, максимально без воздуха было надо. Все. Сидим так, спокойно сплавка, можем ногу растянуть. Вот так. У кого сапоги, бега так в угол. Но опять же держимся за веревку, чтобы не упасть. Можем сидеть так, спокойно сплавка будет. Идет? Все. У кого какие вопросы? Понятно. Ну что, друзья, пошел небольшой дождь, мы стартуем, запаковали все катамараны. Петя, давай, греби. Так, ну что, у нас первая остановка. Сейчас мы перекусим, потому что собирали катамараны с самого утра. Сейчас уже час дня. Я бы даже сказал 2:30. Вот. И сейчас мы немного покушаем, пообедаем и продолжим наш путь. Пообедали мы достаточно быстро, ведь нам нужно было пройти максимально возможное расстояние в первый день. Самое время познакомиться поближе с рекой Индигирка. Река протекает с юга на север. Берет начало при слиянии рек Тарын-Юрях и Тора-Юрях, текущих с Халканского хребта, недалеко от села Урто-Балаган Аймиконского района. Далее протекает по Момскому и Абыйскому районам и в 120 километрах от села Оютунг Алайховского района Якутии впадает в Восточно-Сибирское море. Протяженность реки составляет 1726 километров. Площадь водосборного бассейна 360 тысяч квадратных километров. Река покрывается льдом в октябре и вскрывается в конце мая, начале июня. Индигирка считается самой холодной рекой на планете. Зима на данной территории очень суровая. Зимой средняя температура воздуха минус 50, и река промерзает насквозь. Своей суровостью Индигирка известна благодаря Индигирской трубе. Здесь река протекает по достаточно узкому ущелью, благодаря чему скорость течения становится очень высокой. Летом здесь мощные пороги, а зимой очень часто образовываются наледи, которые сковывают грузовые автомобили, двигающиеся по зимнику. Категорийные пороги нас ждут еще впереди, ну а сегодня самое главное – это встать на первый лагерь и хорошенько отдохнуть. У нас первое место ночевки. Надо сказать, что течение Индигирки очень сильное. Я еще уточню, но вроде слышал, что это вторая по скорости река в России. А на Дальнем Востоке на первом месте. Вот, и мы сейчас, пока парковались к этому острову каменистому,
нас раскидало. Получается, мы смогли здесь встать, а второй катамаран ушел аж туда. Теперь наша задача подойти к нему поближе. И делаем это как бурлаки на Волге. Хотя бурлаки тащили корабли против течения, да? Ну что, сегодня мы, несмотря на то, что вышли после обеда, прошли на данный момент 50 километров, ну, если быть точным, 48,5. В целом, если мы будем по 50 километров в день проходить, то в Тюбеляхе мы будем уже послезавтра вечером. После этого у нас есть план пройти небольшой пеший тур. И после этого еще где-то 200 километров уже останется до Хану. Вот. Ну а пока у нас первая ночевка, первая установка палатки. Думаю, тоже будет интересно, поэтому оставайтесь с нами. К берегу прибивает. Можно веревку не держать, да? На сплаве нас было 13 человек. Леонид Никулин, руководитель туристического клуба «Аян» с супругой Надеждой и сыновьями Андреем и Аликом. Специалист управления культуры Момского района Алексей Варламов. От телеканала «Якутия-24» были я и видеооператор Петр Шестаков. А также с нами были 6 представительниц Вилюйского улуса. У вас такая замечательная позитивная группа. Расскажите про вашу историю. Наша группа создана в 2008 году при Вилюйском краеведческом музее имени Петра Хрисантовича Староватова. Профиль нашего музея краеведческий, поэтому у нас несколько объединений любителей краеведческого имени направления. Наша группа по случайности тоже называется «Аян», любителей краеведческого туризма. Мы ездим по разным достопримечательным местам Якутии. Это не первый раз. В сплавах тоже были несколько раз. А в Индигирке первый раз. Мы посетили Аймекон, полюс холода. Хотели именно в холодное время. Это было у нас в конце января, да? Или в начале февраля. Были это в каком году? 2015, по-моему, да? Угу. Еще сперва начали мы со своего района. В устье реки Вилюй мы были. Также мы были в исторических местах, где стояли первые русские зимовья, средневилюйское ясачное зимовье, это в устье реки Танара. Верхневилюйское ясачное зимовье, это по реке Тюкен. Еще в Сунтаре мы были. В Тенке, коса Соколиной были, где нашли первые алмазы, партия Файнштейна. В Мирном были, в Чернышевском были. Ну, если районы, то в центральных районах во всех были. Еще мы бы плыли по реке Синей несколько раз, 3 или 4 раза. И зимой были, и летом были. И по реке Амга тоже плыли несколько раз. Но мы сперва начали самостоятельно. У нас у всех есть лодки резиновые. И мы самостоятельно, автономно плыли по Синей и Амге несколько раз. А потом, когда туризм начал развиваться, мы выходили на операторов, туроператоров, и вместе с ними и ездили по разным местам. И на этот раз тоже мы случайно вышли на Леонида Никулина из тургруппы «Аян». Он согласился, и мы решили на Индигирку. Сплав на Индигирку – это была наша мечта. Так, самое главное на ночь – это привязать катамаран, чтобы утром он был на том же месте, в котором вы его оставили. Мы его сейчас еще разгрузим и потом еще подтянем. Ну, пока так. Вот еще какие-то спальники, рюкзаки.
Узловасто, да? Что мягко, да? Это мягко. Понятно? Палатку-то, кстати, мы долго думали, как взять. Решили взять трехместную. Но вот эту палатку я очень давно не собирал. И так как мы решили трехместку брать буквально перед поездкой, то я ее даже не проверял. Петр сейчас удивленными глазами не смотрит. Ну, надеюсь, без сюрпризов. А там нет палатки. А там шатер. Выход туда можно? Да? Туда давай. Давно, если честно, не собирал такие палатки, потому что уже несколько лет пользуюсь зонтичным типом. Там все просто, у нас же уже стояла четырехместная палатка здесь. Но люди помнят, и нет ничего сложного. Самое главное, чтобы все вот эти направляющие были целыми.
Практически на старте второго дня нашего сплава перед нами стали раскрываться красоты Индигирки. Словами этого не передать, это нужно увидеть своими глазами. У Индигирки достаточно быстрое течение. В самых медленных местах я замерял, это было около 8 км в час, а в быстрых местах до 16-18 км в час. Учитывая протяженность нашего сплава в 350 км, мы местами пользовались подвесными моторами на 3,5 лошадиных сил. Конечно, примерно столько же прибавили нам эти лошади, если бы плыли впряженными в наши катамараны. Но, тем не менее, около 5 км в час в скорости они нам добавляли. Мы подошли к поселку Предпорожный. Он возник в 1950-х годах в связи с открытием и разработкой месторождения золота. Получил статус поселка городского типа с 1964 года. Население было занято в основных и вспомогательных производствах приискового хозяйства. В 70-м году, например, в нем проживало более 2000 человек. Этот поселок был упразднен в 2007 году. В 2013 году в поселке продолжали трудиться около 200 старателей, разрабатывая близлежащие золотые прииски. На некоторых картах поселок имеет название юбилейный по одноименному названию местного золотого прииска. Сейчас поселок, конечно, такой пустой, можно сказать, но тем не менее разработка идет, добывается золото в этих местах, и надо сказать, что, например, до сих пор здесь работающая электрическая ветка, она идет с самого Магадана. Вот. Ну, мы сейчас тут немножко разомнем ноги и двинемся дальше. В день, напоминаю, мы должны проходить по 50 километров, ну а на этот момент мы уже прошли больше 20.
Индигирка – река судоходная, между поселками курсируют баржи, я не говорю уже про моторные лодки. Но впереди нас ожидала Индигирская труба, и не каждый местный отважится пройти ее на корпусной лодке. Я старался отгонять волнение, связанное с предстоящим прохождением порогов, все-таки для меня это был первый сплав. Тем временем мы прошли мимо еще одного заброшенного поселка, но действующей старательской артели. Поселок Хатынах или Аргамой. Он также был упразднен в 2007 году. Постепенно мы подходили к месту лагеря, и, как оказалось, он находился прямо на границе Аймиконского и Момского районов. Мы пришвартовали катамараны и первым делом пошли запечатлеть этот момент в фотосессии около стелы. В следующем выпуске передачи «Испытано на себе» я продолжу рассказ про сплав по удивительной, суровой и красивой реке Индигирки. До новых встреч в эфире!